Сура Аз-Зумар. Толпы. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сура 39, аят 1. Танзилуль китаби миналлахил азизил хаким. Всевышний поведал своим рабам о величии священного Корана и могуществе того, кто его изрек и ниспослал. А ниспослал его Всевышний Аллах, среди прекрасных имен которого могущественный, мудрый. Только Он достоин обожествления и поклонения, потому что только Он обладает самыми совершенными качествами. Благодаря своему могуществу Он правит вселенной, а благодаря своей мудрости Он творит и издает самые совершенные законы. Священный Коран является речью Аллаха, который обладает такими прекрасными качествами. Дар речи также является одним из его божественных качеств, а поскольку все качества Всевышнего Аллаха безупречны и бесподобны, то и священный Коран является безупречным и бесподобным писанием. Однако только это является достаточным свидетельством совершенства и величия последнего небесного откровения. Сура 39, аят 2. «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хакки фа'будиллаха мухлисан лаху-д-дин». Всевышний не ограничился сказанным в предыдущем аяте и привел еще одно доказательство величия священного Корана. Это пророческая миссия последнего пророка Аллаха Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он является самым лучшим из людей, а это значит, что ниспосланное ему Писание должно быть самым лучшим из Писаний. Оно содержит в себе истину и ниспослано ради истины. Ничто не в силах заставить людей усомниться в его правдивости и достоверности, потому что оно выводит людей из мрака невежества к свету истины и обучает их правдивым повествованиям и справедливым законам. Все сущее свидетельствует о том, что священный Коран является величайшей истиной на земле и затрагивает все важнейшие вопросы, которые обязан знать человек. А что касается писаний и повествований, которые противоречат Корану, то они являются ложью и заблуждением. Таким образом, истина, которая ниспослана в этом Писании и ради которой ниспослано это Писание, а также пришествие святого пророка, который принес это Писание человечеству, свидетельствует о великой милости Аллаха по отношению к его рабам. Это обязывает каждого человека возблагодарить своего Господа и искренне поклоняться только Ему одному. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал: «Исповедуй религию Аллаха душой и телом, только для того, чтобы снискать благоволение своего Господа. Выполняй предписания Ислама, исповедуй праведные убеждения и совершай добрые дела только ради Всевышнего Аллаха, а не ради достижения каких-либо корыстных целей». Сура 39, аят 3. «Аля лиллахи д-динул халис, валлазина иттахазу мин дунихи аулияа ма нa'будухум илля лиюқаррибуна иля Аллахи зульфа. Инна Аллаха яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун. Инна Аллаха ла яхди ман хуа кадибун каффар». Уверовать искренне можно только в Аллаха. Этими словами Аллах подчеркнул особую важность искреннего служения одному Аллаху. Всевышний Господь обладает самыми совершенными качествами и оказывает своим рабам всестороннюю милость, и поэтому вера в Аллаха должна быть искренней и чистой. Такая вера несовместима с пороками и недостатками, потому что Аллах избрал эту веру для себя самого, а также для своих избранных творений. Люди обязаны покориться воле своего Господа, обожествлять только Его одного, поклоняться Ему с любовью, страхом и надеждой, а также обращаться к Нему за помощью во всех благих начинаниях. Именно такая вера способна очистить и приукрасить человеческие души,
потому что исповедующий ее человек не приравнивает к Аллаху сотоварищей и не поклоняется никому, кроме Всевышнего Господа. А что касается религии многобожников, которые приобщают к Аллаху сотоварищей, то она не имеет ничего общего с искренней верой, потому что Аллах более кого бы то ни было не нуждается в сотоварищах. Многобожие губит человеческие души и сердца и обрекает людей на вечные страдания при жизни на земле и после смерти. Поэтому Аллах вначале повелел своим рабам исповедовать религию единобожия, а затем запретил им поклоняться творениям и обожествлять ложных богов. Люди, которые нарушают этот запрет, унижены и презренны. Они поклоняются бессильным творениям и обращаются к ним с мольбой о помощи, а затем пытаются оправдать свое поведение и говорят: «Мы лишь просим их донести нашу мольбу до Аллаха и походатайствовать за нас перед Ним. Мы ничего не просим у них самих, потому что знаем, что они не способны творить и даровать пропитание, не способны управлять происходящим во Вселенной». Эти многобожники отказываются от искреннего служения Господу и осмеливаются совершать величайшее прегрешение. Они приобщают к Аллаху сотоварищей и приравнивают беспомощных рабов к всемогущему и несравненному властелину. Из-за своего больного воображения они полагают, что Всевышний Аллах похож на деспотичных правителей, до которых невозможно донести прошение без посредничества знатных вельмож, приближенных ходатаев или уважаемых министров, которые упрашивают правителей быть снисходительными и добиваются их согласия. Это является самым ужасным и самым отвратительным сравнением, потому что Творец не может быть похож на свои творения. В пользу этого свидетельствуют разум, подсознание и многочисленные священные тексты. Императоры и правители прислушиваются к словам посредников и ходатаев, потому что они не осведомлены о положении своих подчиненных и не испытывают к ним никакого сострадания. Они прислушиваются к министрам и знатным вельможам, потому что их слова пробуждают в их сердцах милость и сострадание. Кроме того, правители опасаются недовольства знатных людей и поэтому выполняют их просьбы. Но вместе с тем они остаются простыми смертными, которые боятся бедности и нищеты и не могут удовлетворить все прошения. В отличие от них, Всевышний Господь знает обо всем явном и сокровенном. Он не нуждается в советниках, которые бы сообщили ему о положении и нуждах рабов. Он является самым милосердным и самым щедрым властелином, и поэтому не нуждается в ходатаях, которые бы призывали его смилостивиться над людьми. Более того, Всевышний Аллах более сострадателен к своим рабам, чем они сами или их родители. Он призывает своих рабов совершать праведные дела, которые позволяют человеку заслужить Божью милость. Он желает для людей больше добра, чем они желают для самих себя. Аллах богат и ни в чем не нуждается. Его богатство настолько совершенно, что если Он удовлетворит желания каждого из своих творений и одарит их всем, что они пожелают, то его владения от этого ничуть не оскудеют. Бесчисленные просьбы рабов не могут уменьшить богатство Всевышнего Творца, так же как вынутая из воды иголка не может уменьшить количество воды в море. Ходатаи и заступники страшатся его гнева и заступаются перед ним только с его разрешения, потому что заступничество целиком и полностью находится в его власти. Если человек осознает эту великую разницу между всемогущим Творцом и беспомощными творениями, то ему становится ясно, насколько же невежественны, глупы, безрассудны и дерзки многобожники. Ему также становится ясно, что Всевышний Аллах не прощает многобожников, потому что поклонение ложным богам является оскорблением в адрес всемогущего властелина. Однако наступит день, когда Господь рассудит между правоверными и многобожниками в том, в чем они противоречат друг другу. Над этой суровой угрозой обязан призадуматься каждый неверующий многобожник, потому что премудрый Аллах непременно вознаградит искренних верующих райской благодатью и ввергнет в гиенну каждого, кто поклонялся ложным богам. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь лжецов и неверующих. Этим людям присущи два отвратительных качества — ложь и неверие. Они слушают проповеди и видят великие знамения, но все равно не могут избавиться от этих качеств. Когда Аллах показывает им свои знамения, они отвергают их и продолжают увязать в неверии.
Им не дано встать на прямой путь, потому что они сами закрыли перед собой двери, ведущие к вечному счастью, после чего Всевышний Аллах запечатал их сердца. Воистину, такие люди никогда не уверуют. Сура 39, аят 4. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Глупцы и невежды предполагают, что у Аллаха есть дети. Если бы он захотел иметь детей, то не стал бы искать для себя супругу, а избрал бы лучшее из своих творений и нарек бы его своим сыном. Однако предположения многобожников порочны и лживы, и поэтому Всевышний Господь возвестил о том, что он не имеет ничего общего с тем, что говорят о нем многобожники и еретики. Он обладает самыми прекрасными именами, среди которых единственный, всемогущий. Ему одному присуща божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества и похвальные деяния. Ему нет равных и подобных, а если бы у него был ребенок, то он был бы похож на Всевышнего Аллаха. Это совершенно несовместимо с единобожием, потому что часть божественного также обладает божественными качествами. Кроме того, только Аллах является могущественным властелином, которому подвластны земной и вышние миры. Если бы у него был ребенок, то его абсолютная власть была бы поколеблена, потому что сын не может быть рабом своего отца. Более того, между ними бы существовали родственные связи и фамильярные отношения. Существование одного Господа Бога и Его всемогущество неразрывно связаны друг с другом, потому что единственный властелин всегда является всемогущим, а всемогущий властелин всегда должен быть единственным. Эта концепция самым совершенным образом опровергает многобожие. Сура 39, аят 5. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Всевышний сообщил о том, что Он сотворил небеса и землю в истине, то есть ради великого блага и великой пользы, а также для того, чтобы повелевать и запрещать, вознаграждать и наказывать. По воле Аллаха день покрывает ночь, а ночь покрывает день. Они поочередно сменяют друг друга и никогда не наступают одновременно. Более того, когда приходит черед одного из них, другой уступает ему свое место. Аллах подчинил своей власти солнце и луну, благодаря чему они движутся по определенным орбитам, в определенном порядке и к определенному сроку. А когда наступит этот срок и настанет конец света, Всевышний Аллах разрушит вселенную и лишит солнца и луну былой власти. Аллах воскресит свои творения в новом обличии, дабы они обрели либо вечную жизнь в раю, либо вечное страдание в аду. Среди прекрасных имен Аллаха могущественный, прощающий. Его божественному величеству покорно все сущее, и для него нет ничего невозможного. Благодаря своему величию Он сотворил огромную вселенную, которая живет по Его законам, а благодаря своему всепрощению Он отпускает прегрешения своим верующим и кающимся рабам. Он сказал: «Воистину, я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем». Сура 20, аят 82. Он прощает даже грешников, которые некогда приобщали к Нему сотоварищей и отвергали Его знамения, а затем отреклись от этой величайшей несправедливости. Сура 39, аят 6. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها
وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. Аллах еще раз напомнил о своем величии и всемогуществе и обратился к своим рабам. «О люди! Несмотря на вашу многочисленность и несмотря на ваше присутствие во всех уголках земли, все вы произошли от одного общего предка. Затем Аллах сотворил из мужчин и женщину, дабы они нашли друг в друге покой и умиротворение. Это также свидетельствует о великой милости Господа по отношению к Его творениям. Затем Он ниспослал вам 8 особей скота, то есть сотворил их согласно ниспосланному с небес божественному предопределению для того, чтобы облагодетельствовать своих рабов. В суре «Скот» Всевышний Аллах поведал о том, что этими особями были баран и овца, козел и коза, верблюд и верблюдица, бык и корова. Конечно же, наряду с этими животными Аллах сотворил и многих других, однако Господь особо отметил именно эти 8 особей, потому что они приносят человеку наибольшую пользу. Более того, они являются самыми славными представителями животного мира, потому что именно их правоверные мусульмане приносят в жертву во время праздника жертвоприношения, во время паломничества и при рождении ребенка. Именно с этих животных полагается выплачивать закят, и именно этих животных выплачивают в качестве выкупа. После упоминания о сотворении прародителей всего человечества Аллах открыл своим рабам тайну сотворения всех последующих людей. «О люди! Когда вы находитесь в утробах своих матерей, вас не касается рука человека, и никто не в состоянии разглядеть вас в кромешной тьме. Вы меняете свое обличие и превращаетесь из одного творения в другое, в тесных утробах своих матерей, где вас окружают 3 тьмы. Тьма материнского живота, тьма женской матки и тьма плаценты. Таков Всевышний Аллах. Он сотворил небеса и землю, подчинил себе солнце и луну, создал вас из небытия и одарил вас скотом и многими другими благами. Он заботится о вас и управляет вами, и только Он заслуживает поклонения и обожествления. Он не нуждается в сотоварищах для того, чтобы создавать творения и заботиться о них, и не нуждается в сотоварищах для того, чтобы разделять с ними свое право на поклонение. Власть принадлежит только Ему. Нет божества, кроме Него, но до чего же люди совращены с истинного пути? Сура 39, аят 7. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Аллах еще раз подчеркнул необходимость искреннего служения Господу и отречения от идолопоклонства и многобожия. Воистину, идолы не обладают властью над происходящими во Вселенной событиями. Более того, они даже не способны думать и размышлять. О люди, задумайтесь над этими истинами. Если вы откажетесь возблагодарить Аллаха и поклоняться Ему одному, то помните, что Аллах не нуждается в вас. Ваше неверие не причинит Ему никакого вреда, так же, как и ваша покорность не принесет Ему никакой пользы. А что касается Его повелений и запретов, то они являются милостью и добродетелью Аллаха по отношению к вам. Он не одобряет неблагодарности своих рабов, и это свидетельствует о Его сострадании и милосердии. Ему лучше всего известно, что неверие и неблагодарность обрекают людей на вечное несчастье. Он сотворил своих рабов для того, чтобы они искренне поклонялись Ему, и не любит, когда они отказываются выполнять свои обязанности.
Если же люди благодарят Аллаха, исповедуют религию единобожия и поклоняются Ему одному, то это нравится Всевышнему Господу. Он добр и милосерден по отношению к своим рабам. Он любит делать добро своим творениям и любит, когда они выполняют свои обязанности перед Ним. Неверие и многобожие не может причинить Ему никакого вреда, а праведность и единобожие не приносят Ему никакой пользы, и одно только это уже свидетельствует о том, что последствия своих добрых и злых деяний будет вкушать только сам человек. Поэтому Всевышний Аллах сказал, что всем людям надлежит вернуться к своему Господу. Произойдет это в судный день, когда люди убедятся в том, что их Господь осведомлен о каждом поступке своих рабов, что их деяния были изначально записаны в хранимой скрижали, и что благородные ангелы наблюдали за каждым их шагом. Несмотря на эти многочисленные свидетельства, человеческие органы также будут свидетельствовать о совершенных людьми деяниях, и после этого каждый раб Божий получит справедливое воздаяние. Аллах знает о том добре или зле, которое таится в человеческих сердцах. А это означает, что каждый вынесенный Аллахом приговор будет абсолютно справедливым. Сура 39, аят 8. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Аллах напомнил о своей щедрости и добродетели, а также о том, как мало люди благодарят своего Господа. Когда их постигает болезнь, нищета или любое другое несчастье, они тотчас обращаются за помощью к Аллаху. Они прекрасно знают, что никто не может избавить человека от великой беды, кроме Всевышнего Господа, и поэтому искренне, смиренно и настойчиво молят Его о помощи и спасении. Когда же Аллах избавляет своих рабов от бед и печалей, они забывают о своей беде и о том, как они взывали к своему Господу. Более того, они ведут себя так, словно никогда не просили Аллаха о помощи и продолжают приобщать к Нему сотоварищей и обожествлять вымышленных богов. Тем самым они вводят в заблуждение окружающих людей. Но прежде всего, они сами сбиваются с прямого пути, потому что невозможно ввести в заблуждение другого, если человек сам не увяз в глубоком омуте заблуждения. О Мухаммад! Обратись к этим закоренелым преступникам, которые осмеливаются отвечать неблагодарностью на многочисленные милости своего Господа, и скажи им: недолго вам наслаждаться своим неверием, потому что скоро вы окажетесь среди обитателей адского пламени. Воспоминания о ваших тленных удовольствиях не принесут вам никакой радости, когда вы окажетесь в огненной гиене. Всевышний также сказал: «Знаешь ли ты, что если мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы». Сура 26, аяты с 205 по 207. Сура 39, аят 9. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику,
который исправно выполняет повеления Господа и поклоняется Ему самым совершенным образом, то есть совершает лучший обряд поклонения в самое лучшее время суток. Речь идет о необязательном намазе, который совершается глубокой ночью. Этот праведник поклоняется Аллаху со страхом и надеждой. Он страшится наказания в последней жизни за совершенные им грехи и упущения, но не теряет надежды на милость своего Господа. Таким образом, Аллах описал не только деяния, но и внутренний мир своих праведных рабов, которые совершенно не похожи на непокорных грешников. Неужели равны знающие и невежды? Речь идет о познании Аллаха, исламской религии, ее таинств и мудрых законоположений. Правоверные, которые обладают этим ценным знанием, не имеют ничего общего с невеждами, которые лишены этого знания. Разница между ними столь же велика, что и разница между днем и ночью, светом и тьмой, водой и огнем. Воистину, внемлют наставлениям только люди, обладающие непорочным и здравым рассудком. Они отдают предпочтение более важному перед менее важным, ценят полезные знания и покорность Всевышнему Аллаху, и все это благодаря здравому разуму, который заставляет их задумываться о неизбежных последствиях человеческих деяний. Они совершенно не похожи на невежд, которые лишены способности здраво мыслить и поклоняются своим низменным желаниям. Сура 39, аят 10. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. О Мухаммад, обратись теперь к самым лучшим из моих рабов, правоверным мусульманам, и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им страшиться всемогущего Аллаха и напомни им о причине, которая обязывает их страшиться Аллаха. Это господство и добродетель Всевышнего. Именно Его многочисленные благодеяния обязывают правоверных, а также всех остальных людей страшиться своего Господа. А величайшим из этих благодеяний является правая вера, которую Аллах помещает в сердцах своих избранных рабов. О правоверные, страшитесь Аллаха! Этот призыв похож на распространенные обращения «О щедрый человек, подай милостыню», «О храбрый воин, сражайся». Затем Аллах сообщил о вознаграждении, которое ожидает верующих на земле. Он одаряет своих праведных рабов щедрым уделом, дарует им покой и умиротворение и раскрывает их сердца для всего самого лучшего. Всевышний также сказал: «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью». Сура 16, аят 97. У некоторых людей может возникнуть вопрос, почему слова Всевышнего о том, что праведникам, которые вершили в этом мире добро, уготовано славное вознаграждение, носят общий характер, тогда как хорошо известно, что существуют страны, в которых мусульмане подвергаются гонениям и преследованиям. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Всевышний Аллах сказал: «О мусульмане! Земля Аллаха обширна, и если вам мешают поклоняться Аллаху надлежащим образом в одной стране, то переселяйтесь в другую страну, дабы вы могли поклоняться вашему Господу и выполнять предписания вашей религии». Тем самым Господь ниспослал мусульманам великую благую весть о счастливой жизни не только в последней жизни, но и на земле. Именно поэтому посланник Аллаха сказал: «Часть моих последователей всегда будет придерживаться истины и одерживать верх над своими противниками. Им не причинят вреда те, которые будут отказывать им в помощи или противиться им. Это будет продолжаться вплоть до наступления судного дня». Этот хадис пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, имеет много общего с обсуждаемым нами аятом. Земля велика и обширна, и если мусульмане не имеют возможности поклоняться Господу в одном уголке земли, то они могут переселиться в другой. Это предписание религии имеет силу в любой стране и в любую эпоху. Угнетенный мусульманин всегда имеет возможность переселиться к своим братьям, которые готовы принять его и помочь ему исповедовать истинную веру. Воистину,
терпеливые праведники получат воздаяние полностью, безо всякого счета. Речь идет о правоверных, которые терпеливо переносят порой тяжелое и болезненное предопределение Аллаха, терпеливо избегают грехов и терпеливо выполняют повеления своего Господа. Именно им обещано неисчислимое вознаграждение, у которого не будет конца краю. И все это свидетельствует о том, какую пользу приносит терпение человеку и какое важное место оно занимает перед Аллахом. Сура 39, аят 11. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Об этом повелении Всевышний Аллах упомянул в самом начале суры, когда сказал: «Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру». Сура 39, аят 2. Сура 39, аят 12. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечества, и это обязывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и поступал пророк Мухаммад, и так должен поступать каждый, кто считает себя одним из его последователей. Мусульманин обязан выполнять предписания своей религии душой и телом и совершать добрые дела исключительно ради своего Господа. Сура 39, аят 13. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки веков. Сура 39, аяты 14-15. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Начало этого откровения похоже на суру «Неверующие», которая гласит: «Скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь тому, кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, или тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я, или тому, кому поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою». Сура 109, аяты с 1 по 6. Далее Всевышний Аллах сказал, что грешники будут по-настоящему несчастны, потому что в судный день они будут лишены вознаграждения и удостоены мучительного наказания. Более того, их разлучат с родными и близкими, и от этого их скорбь и страдания будут еще ужаснее. Это и есть явный убыток, потому что с ним не сравнится никакая потеря и никакое лишение. Этот убыток не знает ни границ, ни конца. Он лишает человека надежды не только на счастье и преуспеяние, но и на спасение и избавление. Сура 39, аят 16. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом, Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от ада и попасть в рай.
Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Свят и безупречен Господь, который смилостивился над своими рабами, облегчил им путь к райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души. Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения. Сура 39, аяты 17-18. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Всевышний упомянул о качествах и вознаграждении богобоязненных рабов, которые с раскаянием обращаются к своему Господу. Они не поклоняются никому, кроме одного Аллаха, обращаются к Нему во всех начинаниях и искренне служат Ему. Их души не смиряются с поклонением идолам и праведникам и жаждут поклонения одному лишь всеведущему властелину. Они отворачиваются от многобожия и ослушания и тянутся к единобожию и покорности. Господь же, в свою очередь, сообщил им великую радостную весть, оценить которую способны только сами праведники. Эта радостная весть касается как жизни на земле, так и жизни после смерти. На земле она проявляется в доброй славе, вещих снах и божественной опеке, которые сопровождают праведников на протяжении всей жизни и свидетельствуют о благосклонности Аллаха к своим верующим рабам как в мирской, так и в будущей жизнях. А что касается радостной вести после смерти, то она помогает праведникам легко перенести расставание с мирской жизнью, испытания в могиле и, конечно же, воскрешение. Наконец, наступит час, когда великодушный Господь сам обрадует правоверных благой вестью о том, что они сумели снискать Его благоволение и заслужили Его милость и право на счастливую жизнь в райской обители во веки веков. Затем Господь повелел своему пророку обрадовать верующих, которые благодаря своим прекрасным качествам были удостоены самой высокой чести. Аллах упомянул об этих качествах и сказал, что правоверные слушают различные речи, но следуют только самым лучшим из них. Это свидетельствует об их способности определять, чему надлежит отдавать предпочтение, а чего следует избегать. Благоразумие и здравый смысл помогают им следовать самым лучшим словам. И этими словами, вне всякого сомнения, являются откровения Всевышнего Аллаха и изречения Его посланника. Всевышний сказал: «Аллах ниспослал наилучшее повествование, Писание, аяты которого сходны и повторяются». Сура 39, аят 23. В этом аяте есть тонкий и очень интересный момент. Всевышний сообщил о праведниках, которые поклоняются одному Аллаху, прислушиваются к различным словам и следуют только самым лучшим из них. Но тут возникает вопрос: разве может человек определить, какие слова ближе к истине, если он не обладает прекрасными качествами благоразумных людей? Тот, кто способен отдать предпочтение тому, что действительно заслуживает предпочтения, должен обладать разумом. Именно поэтому Всевышний Аллах сказал, что разум тех, кому Аллах указал на благородные нравственные качества и праведные деяния, чист и непорочен. Благодаря своему разуму они различают между добром и злом и отдают предпочтение тому, что заслуживает предпочтения. Все это свидетельствует об их разуме. Более того, ничто другое не может свидетельствовать о разуме человека. Человек, который не способен отличить добрые речи от скверных, должен быть совершенно лишен здравого смысла. А человек, который отличает добрые речи от скверных, но потакает своим низменным желаниям и отдает предпочтение последним, должен признать, что его разум имеет большие недостатки, потому что он подчинил его собственным прихотям и желаниям.
Сура 39, аят 19. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. О Мухаммад! Среди грешников есть такие, которые уже заслужили наказание по причине своего заблуждения, упрямства и неверия. Ты не сумеешь наставить их на прямой путь и не сумеешь спасти из огня адских мучеников. Они не равны и не могут быть равны счастливым богобоязненным верующим, которым уготованы великие почести и многочисленные милости, всю прелесть которых человек просто не в состоянии оценить. Сура 39, аят 20. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Им уготованы покои вышние, то есть высокие и прекрасные горницы. Эти покои настолько чисты и великолепны, что находящиеся внутри них праведники смогут видеть все, что будет происходить снаружи, а находящиеся снаружи обитатели рая смогут лицезреть все, что будет происходить внутри. Они будут расположены так высоко и сами будут так высоки, что обитатели рая будут сравнивать их со звездами на небосводе. Именно поэтому Аллах назвал их многоярусными, то есть одни покои будут находиться над другими. Их стены будут выстроены из золотых и серебряных кирпичей, а вместо штукатурки они будут покрыты изысканным мускусом. Под ними будут течь журчащие ручьи, водой которых обитатели рая будут орошать свои цветущие сады и прекрасные деревья, на которых будут расти аппетитные плоды и спелые фрукты. Богобоязненные мусульмане непременно получат это вознаграждение, потому что ничто не может помешать Аллаху исполнить свое обещание. О правоверные! Выполняйте свои обязанности и будьте богобоязненны, и тогда Аллах вознаградит вас сполна. Сура 39, аят 21. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Всевышний напомнил своим благоразумным рабам о том, как он ниспосылает с небес чистую воду, которая уходит в землю и наполняет источники, а затем безо всякого труда бьется из-под земли. Благодаря ей Аллах взращивает злаки различных цветов. Это пшеница, кукуруза, ячмень, рис и многие другие злаковые растения. Затем они вянут и желтеют. Это происходит, когда растения начинают умирать или заболевают. Наконец они превращаются в труху. Воистину, во всем этом назидание для тех, кто обладает разумом. Они обязаны призадуматься над милостью Аллаха и Его божественной заботой о своих рабах. Он ниспосылает с небес воду и хранит ее в подземных хранилищах для того, чтобы люди могли пользоваться ею. Они также обязаны призадуматься над всемогуществом Аллаха, для которого не представляет труда воскресить мертвых, потому что Он великое множество раз воскрешал и продолжает воскрешать мертвые безжизненные земли. Они также обязаны признать, что Господь, который способен на такое, действительно заслуживает поклонения своих рабов. О Аллах! Сделай нас одними из тех благоразумных праведников, о которых Ты упомянул в Своем Писании. Даруй нам светлые умы и наставь нас на прямой путь. Открой нам тайны священного Корана и покажи нам свои чудесные знамения, которые не способны разглядеть неверующие и многобожники. Воистину, Ты даруешь милость, кому пожелаешь.
Сура 39, аят 22. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для принятия ислама, может быть равен тому, кто отказывается уверовать? Мусульманин озарен светом от своего Господа, то есть всегда готов покориться воле своего Господа, найти в своей широкой душе место для божественных повелений и наслаждаться своими добрыми делами. И горе тем, кто не обладает этими качествами, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха. Они не прислушиваются к Писанию Аллаха, не задумываются над его аятами и не находят успокоения при поминании своего Господа. Напротив, они отворачиваются от Всевышнего Аллаха и пытаются искать для себя иных покровителей. Они действительно заслуживают великого горя и зловещей участи. Воистину, они находятся в явном заблуждении. А что может быть большим заблуждением, чем неприязнь к своему помощнику и покровителю? Человек сможет обрести счастье только тогда, когда посвятит себя Аллаху, а неверующие не делают этого. Что тогда говорить о многобожниках, которые отказываются поминать своего Господа и посвящают себя деяниям, которые не принесут им ничего, кроме вреда или зла? Сура 39, аят 23. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Аллах упомянул о своем последнем откровении, наилучшем из всех существующих и вообще когда-либо существовавших повествований. Несомненно, самой лучшей речью является речь Аллаха, а самым лучшим небесным писанием является священный Коран. Все это означает, что коранические откровения должны быть самыми ясными и самыми красноречивыми, а их смысл самым славным. Наилучшее повествование, которое отличается прекрасным слогом и великим смыслом, не должно содержать даже самых незначительных противоречий. Именно это качество присуще священному Корану, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что коранические аяты сходны по смыслу и форме. Если человек задумается над их божественным смыслом, то ему непременно откроются совершенство и безупречность Корана. Конечно, смысл некоторых откровений вначале будет неясен, но это ничуть не помешает ему осознать, что священный Коран ниспослан мудрым и всеведущим Аллахом. Арабское слово «муташаббих» переводится не только как «сходный», «похожий», но и как «иносказательный». Здесь уместно вспомнить, что Всевышний Аллах сказал: «Он тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными». Сура 3, аят 7. Иносказательные аяты нуждаются в толковании, и многие люди не способны сразу уяснить для себя их истинное значение. Тем не менее, любые неясности исчезают, когда они обращаются за толкованием иносказательных аятов к ясно изложенным аятам. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что лишь часть священного Корана носит иносказательный характер. В этой суре слово «муташаббих» имеет иной смысл, и на этот раз Всевышний Аллах охарактеризовал этим эпитетом весь священный Коран. Однако, как мы уже сказали, речь здесь идет о том, что коранические откровения являются прекрасными и похожими по форме и содержанию. Затем Господь поведал о том, что аяты священного Корана повторяются. Повторяются сказания и религиозные предписания, обещания о вознаграждении и предупреждения о наказании.
напоминание о качествах праведников и злодеев, а также об именах и качествах самого Аллаха. Все это также свидетельствует о величии и великолепии последнего небесного писания. Всевышний прекрасно знал о том, как сильно люди нуждаются в его мудрых аятах, которые способны облагораживать человеческую душу и пробуждать в ней высокие нравственные качества. Человеческие сердца нуждаются в них так же, как деревья нуждаются в живительной влаге. Если дерево долгое время не поливать водой, то оно начнет увядать и даже может погибнуть. Если же его периодически поливать, то оно будет приносить много полезных плодов. Человеческие сердца также нуждаются в частом напоминании об истинном смысле божественного откровения. Если бы одна и та же мысль не повторялась в священном Коране несколько раз, то человек не придал бы ей должного внимания, а это значит, что божественное назидание не принесло бы желаемого результата. В этом и кроется смысл того, что коранические аяты очень часто повторяются. Я тоже решил воспользоваться этим мудрым стилем и положил его в основу своего толкования. Несмотря на частые повторения, между кораническими аятами нет никаких противоречий. Более того, каждый из повторяющихся аятов имеет свой особый смысл, который отличается от смысла других аятов с похожим значением. Конечно, некоторые из повторяющихся аятов могут быть более понятны и более полезны при тех или иных обстоятельствах, но это отнюдь не означает, что читатель должен ограничиться размышлениями лишь над частью священного Корана. Потому что размышления над другими аятами также принесут ему великую пользу. Затем Всевышний сообщил о том, что священный Коран производит сильное впечатление на каждого обладающего разумом правоверного. Когда они читают устрашающие аяты о наказании и возмездии, у них по коже проходит дрожь. Но стоит им прочесть аяты о милости Господа и щедром вознаграждении, как дрожь проходит, и их сердца смягчаются от поминания Аллаха. Они пребывают в таком состоянии на протяжении всего чтения Корана, потому что Всевышний Аллах то призывает своих рабов совершать добрые дела, то устрашает их для того, чтобы отдалить их от грехов и злодеяний. Таков прямой путь Аллаха. Эти слова означают, что сильное впечатление от коранических откровений является знамением Аллаха, который наставляет своих рабов на прямой путь. Это одна из многочисленных милостей и добродетелей Господа. Вот так Всевышний Аллах наставляет на прямой путь того из своих рабов, кого пожелает. Это одно из толкований этих слов Всевышнего. Согласно другому толкованию, речь идет о священном Коране, который является единственным прямым путем, ведущим людей к Аллаху. Он помогает пройти этим путем только тем рабам, которые имеют чистые намерения. Это толкование созвучно с высказыванием Всевышнего: «Посредством этого Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь». Сура 5, аят 16. А кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь, потому что божественное руководство может помочь человеку встать на прямой путь. А свет божественного руководства изливается только тем, кто принимает Писание Аллаха целиком. Если же человек отказывается уверовать и повиноваться Корану, то он лишается божественного наставления и обрекает себя на явное заблуждение и жалкое существование. Сура 39, аят 24. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. Разве тот, кого Аллах наставил на прямой путь и повел этим путем к райской обители, может быть равен тому, кто увязал в заблуждении и упрямо отказывался уверить до тех пор, пока воочию не убедился в истинности воскрешения? Всевышний поведал о том, что в судный день грешники будут лицом защищаться от скверного наказания. Хорошо известно, что лицо является самой благородной и самой нежной частью человеческого тела, и поэтому малейшее наказание будет приносить мученикам неимоверные страдания. Однако они не смогут защищаться от лютой кары другой частью тела,
потому что на их руки и ноги будут наложены тяжелые путы. Нечестивцам, которые увязали в неверии и ослушании, и тем самым несправедливо обошлись собственными душами, будет сказано: «Вкусите то, что вы приобрели». Это слова порицания и насмешки, обращенные в адрес неверующих. Сура 39, аят 25. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Древние народы, так же как и арабские многобожники, не признавали Божьих посланников, и поэтому их постигло наказание. Лютая кара постигла их оттуда, откуда они его не ожидали, и тогда, когда они его не ожидали. Оно низвергалось на них посреди ясного дня, либо во время дневного отдыха. Сура 39, аят 26. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Унизительное наказание опозорило их не только перед Аллахом, но и перед всеми творениями, а наказание последней жизни будет еще суровее. О неверующие и многобожники! Остерегайтесь упорствовать в своем неверии, дабы вас не постигло возмездие, которое постигло ваших предшественников. Сура 39, аят 27. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Всевышний напомнил людям о том, что в священном Коране приводятся самые различные притчи о праведниках и злодеях, единобожии и многобожии. Каждая из этих притч помогает рабам Аллаха разобраться в истинной сути вещей. И поэтому Господь подчеркнул, что мудрость коранических притч заключается в том, что люди получают возможность образумиться. Поистине, многие люди после того, как постигают истину, начинают вершить праведные дела. Сура 39, аят 28. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Аллах изрек священный Коран на арабском языке. Его слова предельно ясны, а смысл доступен и понятен, особенно для арабов. В нем нет кривды, то есть нет недостатков и изъянов. Его слова и значения совершенны и безупречны, и все это свидетельствует о правдивости священного Корана. Всевышний Аллах также сказал: «Хвала Аллаху, который ниспослал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, и сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния». Сура 18, аяты 1-2. Затем Всевышний Аллах отметил, что он ниспослал правдивый арабский Коран, привел в нем многочисленные притчи, облегчил людям путь к познанию богобоязненности и путь к самой богобоязненности. И все это он сделал для того, чтобы люди устрашились Всевышнего Господа. Сура 39, аят 29. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Это притча об идолопоклонстве и единобожии. Представьте себе раба, который принадлежит нескольким хозяевам, которые, в свою очередь, не могут найти между собой общий язык. Конечно же, этот раб не сможет найти покой, потому что каждый из его припирающихся хозяев требует от него то, с чем не согласны остальные хозяева. Что можно сказать об этом несчастном рабе, оказавшемся в руках несправедливых и враждебных хозяев? А теперь представьте себе раба, который принадлежит только одному хозяину. Он точно знает то, чего от него требует господин, и поэтому не испытывает никакого беспокойства. Равны ли они в этой притче? Безусловно, эти рабы не могут быть равны.
То же самое можно сказать о многобожнике, который поклоняется различным вымышленным богам. Он взывает о помощи то к одному богу, то к другому, и не может обрести покой и умиротворение. Совсем иначе дело обстоит с тем, кто искренне поклоняется одному Аллаху. Всевышний избавляет его от зла язычества и многобожия и дарует ему покой и умиротворение. Хвала Аллаху за то, что Он провел грань между истиной и ложью и указал своим невежественным рабам на прямой путь. Однако большинство людей продолжает приобщать к Аллаху сотоварищей и обрекать себя на мучительное наказание. Сура 39, аят 30. «Иннака маййтун, ва иннахум майитун». Каждый человек непременно познает вкус смерти. По этому поводу Всевышний также сказал: «Никому из людей до тебя мы не даровали бессмертие. Неужели, если даже ты умрешь, они будут жить вечно?» Сура 21, аят 34. Сура 39, аят 31. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Вы будете припираться относительно разногласий, которые возникли между вами в мирской жизни, а затем Всевышний Аллах рассудит между вами и вынесет свой справедливый приговор. Каждый из вас получит справедливое воздаяние за все совершенные им деяния и даже за те поступки, о которых он забыл. Об этом Всевышний Господь сказал: «В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах — свидетель всякой вещи». Сура 58, аят 6. Сура 39, аят 32. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Этими словами Аллах пригрозил каждому нечестивцу, который осмеливается говорить об Аллахе недостойные вещи, либо объявляет себя пророком, либо заявляет о том, как слышал речь Аллаха. Человек, который осмеливается говорить подобное, является лжецом. Именно такие речи подразумевал Всевышний, когда запретил своим рабам наговаривать на Аллаха то, о чем у них нет никакого знания. Подобное поведение является великим грехом, даже если человек не знает об этом. Если же он делает это сознательно, то это еще более ужасно и отвратительно. Однако неверующие не довольствуются этим. Они объявляют ложью истину, а что может быть хуже того, что человек отвергает истину, которая подтверждается ясными доказательствами и знамениями? Неверующие отвергают истину после того, как убеждаются в своей неправоте, и с их стороны это является величайшей несправедливостью. Если же они наряду с этим осмеливаются наговаривать на Аллаха, то их несправедливость умножается во много раз. И разве не в аду место пребывания неверующих? Воистину, туда попадут только самые несчастные, и каждый из них понесет наказание за то, что попирал права Всевышнего Аллаха. Именно поэтому Аллах сказал: «Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Сура 31, аят 13. После упоминания о лжецах, которые отвергают истину, тяжести их грехов и тяжести их наказания, Всевышний Аллах поведал о правдивых верующих, которые уверовали в истину и Божье вознаграждение. Всевышний сказал. Сура 39, аят 33. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Первые — это пророки и их наследники, которые говорят правдивые слова и совершают праведные дела, передают людям откровения и предписания Аллаха и сами выполняют их надлежащим образом. А вторые — это правоверные, которые признают дошедшую до них истину. Как часто истина открывается людям,
Но они отвергают ее из-за надменного и пренебрежительного отношения к проповедникам истины. Это означает, что человек заслуживает похвалы только тогда, когда он знает истину и признает ее. Знание истины свидетельствует о его способности здраво мыслить и справедливо рассуждать, а признание истины свидетельствует о его скромности и отсутствии в его душе высокомерия. Люди, которые обладают этими двумя качествами, являются благочестивыми и богобоязненными, потому что богобоязненность опирается исключительно на знание истины и признание ее. Сура 39, аят 34. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Праведникам уготовано то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Самые желанные и самые приятные удовольствия будут доступны им, как только они пожелают этого. Таково вознаграждение тем, кто вершит добро. Они поклоняются Аллаху так, словно видят Его, и хотя это не так, они твердо знают, что Аллах видит их. Он видит, как они искренне поклоняются своему Господу и делают добро Его творениям. Сура 39, аят 35. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. Все деяния людей можно разделить на три группы: хорошие, плохие и нехорошие, неплохие. Что касается последних, то человек имеет право безнаказанно совершать либо не совершать их. Он не получит за это ни вознаграждения, ни наказания. Плохие деяния — это грехи, а хорошие деяния — это праведные дела. Исходя из этого, можно понять, что Аллах отпускает правоверным мелкие грехи и незначительные прегрешения ради их благодеяний и богобоязненности. Более того, за каждое из своих благодеяний они получат вознаграждение. Всевышний сказал: «Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу. А если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от себя великой наградой». Сура 4, аят 40. Сура 39, аяты 36-37. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. Разве щедрости, милости и покровительства Аллаха недостаточно для его раба? Если раб поклоняется своему Господу, выполняет обязательные предписания и избегает совершения грехов, то Всевышний Аллах непременно поможет ему во всех духовных и мирских делах и защитит его от врагов и недоброжелателей, тем более, если речь идет о самом праведном из всех рабов, пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. «О Мухаммад, неужели они все еще пугают тебя своими идолами? Воистину, это лишний раз свидетельствует об их заблуждении и самообольщении. Вера и заблуждение находятся во власти Всевышнего Аллаха, и только Он решает, как ими надлежит распоряжаться. И разве не Аллаху принадлежит могущество и право на возмездие? Благодаря своему величию и могуществу Аллах покровительствует своим избранным рабам, оберегает их от всего недоброго и неприятного, а также наказывает грешников. О люди! Помните об этом и остерегайтесь грехов, которые обрекают рабов Аллаха на муки и страдания». Сура 39, аят 38. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. О Мухаммад! Ты обязан донести ясное знание до заблудших грешников, которые пугают тебя идолами и усопшими праведниками. Посему спроси их, кто сотворил небеса и землю? Они прекрасно знают, что вымышленные ими божества не способны создать даже самое ничтожное творение, и поэтому они непременно признаются, что небеса и земля сотворены Аллахом. Тогда напомни им о всемогуществе Аллаха и беспомощности ложных богов, и скажи: если Аллаху будет угодно причинить мне горе, то смогут ли они избавить меня от злой судьбы или хотя бы облегчить мою участь? А если Он захочет одарить меня милостью, неужели они смогут воспрепятствовать этому? Вне всякого сомнения многобожники признаются, что их божества не смогут помешать Аллаху наказать либо облагодетельствовать человека. Ни один неверующий не в силах опровергнуть этот убедительный логический довод. А это значит, что теперь ты можешь возвестить многобожникам о том, что только Аллах достоин поклонения своих рабов. Только Он способен творить и создавать, приносить радость и ниспосылать несчастье. А что касается всех остальных, то они являются всего лишь беспомощными творениями, которые никому не способны причинить вреда вопреки воле Аллаха. Посему положись на своего Господа, попроси Его защитить тебя от козней неверующих и скажи: «Довольно мне Аллаха, только на Него должны надеяться и полагаться правоверные, потому что Он самым совершенным образом заботится о своих праведных рабах. Он оберегает их не только от зла, которое причиняет им беспокойство, но и от зла, которому они не придают особого значения». Сура 39, аяты 39-40. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. О мой народ! Делайте все, что вам угодно, и продолжайте поклоняться богам, которые не заслуживают поклонения и не обладают никакой властью, а я буду совершать то, к чему призываю остальных, и искренне поклоняться одному Всевышнему Аллаху. Очень скоро вы узнаете, кого постигнет унизительное наказание в мирской жизни, а также вечное наказание в жизни будущей. Это суровое предупреждение обращено к неверующим, которые хорошо знают, что именно они заслуживают вечное наказание, однако их нечестие и упрямство мешает им уверовать. Сура 39, аят 41. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Всевышний напомнил о том, что Он ниспослал своему посланнику истинное Писание. В нем содержатся правдивые повествования, мудрые повеления и справедливые запреты, из которых складывается основа прямого пути. Людям, которые стремятся найти путь к своему Господу и попасть в рай, это Писание открывает глаза на истину, а что касается неверующих, то оно лишает их возможности оправдать свое беззаконие незнанием и неосведомленностью. Кто идет светлым путем священного Корана и повинуется его предписаниям, тот непременно извлечет из этого великую пользу. А кто отдает предпочтение заблуждению после того, как ему открывается истина, тот не причинит никакого вреда своему Господу, а лишь обречет себя на муки и страдания. О Мухаммад!
В твои обязанности не входит запоминать несовершенные ими злодеяния, вершить божественное правосудие или принуждать людей к тому, что тебе нравится. Ты не в ответе за грешников, ты должен лишь донести до человечества откровение Всевышнего Господа. Сура 39, аят 42. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Всевышний подчеркнул, что только Он распоряжается судьбой своих творений. Бодрствуют они или спят, живут или умирают, всемогущий Аллах делает с ними все, что пожелает. Он забирает души своих рабов в момент смерти, то есть в момент расставания с мирской жизнью. Это не противоречит тому, что душу умирающего человека извлекает из тела ангел смерти вместе со своими помощниками, и поэтому Всевышний Аллах повелел своему посланнику сказать: «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу». Сура 32, аят 11. Всевышний также сказал: «Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений». Сура 6, аят 61. Всевышний иногда приписывает те или иные деяния себе, потому что именно Он является единственным Творцом и правителем Вселенной, а иногда своим творением, потому что божественная мудрость требует, чтобы у всего происходящего во Вселенной была своя причина. Затем Господь сообщил, что Он также забирает человеческие души во время сна. Это означает, что сон является малой смертью. Если человеку суждено умереть во сне, то Аллах не возвращает его душу в земной мир, а если ему суждено проснуться, то его душа возвращается в тело и продолжает наслаждаться жизнью до наступления определенного срока. Воистину, во всем этом знамение для тех, кто размышляет. Стоит человеку призадуматься над ними, как ему станет ясно, что Всевышний Господь всемогущ и способен воскресить усопших после смерти. Из этих слов Всевышнего Аллаха следует, что душа и тело являются разными субстанциями. Они существуют самостоятельно и имеют различную сущность. Душа также является творением Аллаха и находится в Его власти. Она не умирает и имеет возможность попасть в иной мир, где может встретиться с душами других людей и даже побеседовать с ними. Когда живые люди просыпаются, их души возвращаются в тела, а души мертвых людей лишены такой возможности. Затем Всевышний упрекнул многобожников, которые ищут заступников перед Аллахом, связывают с ними большие надежды и даже поклоняются им для того, чтобы заслужить их заступничество. Господь сказал: Сура 39, аят 43. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. О Мухаммад! Разъясни многобожникам, насколько они невежественны и насколько беспомощны их божества. Неужели они поклоняются идолам, которые не обладают никакой властью и даже не способны мыслить и рассуждать? Ни одно творение самостоятельно не распоряжается даже пылинкой ни на небесах, ни на земле. Оно не распоряжается даже частичкой такой пылинки. Более того, идолы и истуканы, которым поклоняются многобожники, даже не обладают разумом, за который их можно было бы похвалить. Камни и деревья, иконы, статуи, мертвые — это всего лишь безжизненные тела, которые не могут принести человеку никакой пользы. Но тут возникает вопрос: есть ли разум у тех, кто поклоняется этим телам? А может быть, они являются самыми заблудшими, самыми невежественными и самыми несправедливыми людьми? Сура 39, аят 44.
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Все на свете принадлежит Аллаху. Нет такого ходатая и заступника, который бы не страшился гнева Всевышнего Господа, и поэтому одно творение сможет заступиться перед Аллахом за другое творение только после его разрешения. Если Аллах пожелает смилостивиться над своим рабом, то позволит благородным заступникам заступиться за этого раба, и тем самым он проявит милость и сострадание по отношению к ним обоим. Аллах обладает властью над небесами и землей. Это еще одно доказательство того, что заступничество целиком и полностью зависит от доброй воли Всевышнего Господа. Сами творения, а также их деяния и права находятся во власти Аллаха, и поэтому благоразумный человек обязан просить заступничества у того, кто является его полноправным хозяином и распорядителем. Они также обязаны помнить, что непременно вернутся к своему Господу, и тогда Он одарит искренних верующих щедрым вознаграждением, а многобожников покарает чудовищным возмездием. Сура 39, аят 45. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Всевышний поведал о качествах многобожников, сердца которых содрогаются от отвращения, когда при них говорят о единобожии и необходимости поклоняться одному Аллаху. Они избегают таких речей и питают к ним величайшую ненависть. Когда же они видят, как люди поклоняются идолам, или слышат, как проповедники лжи хвалят многобожие и призывают к нему других, то они ликуют. Они радуются тому, что окружающие поминают добрым словом их ложных богов, потому что это совпадает с их порочными намерениями и желаниями. Воистину, эти качества являются самыми скверными и отвратительными, и, несмотря на это, даже такие люди получают отсрочку до судного дня. Когда же этот день наступит, они непременно расплатятся за свое беззаконие и убедятся в том, что божества, которым они поклоняются помимо Аллаха, не принесут им никакой пользы. Сура 39, аят 46. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Господи, Ты сотворил вселенную и управляешь ею. Ты знаешь обо всем, что сокрыто от наших очей, и обо всем, что нам известно. Ты рассудишь между нами по справедливости и, конечно же, не оставишь в стороне самое великое из противостояний. Это противостояние искренних верующих с многобожниками. Мы поклоняемся только Тебе и уверены в том, что поступаем правильно и заслуживаем вознаграждения в последней жизни. Они же приобщают к Тебе идолов и истуканов, равняют с Тобой вымышленных богов, которые совершенно не обладают божественными качествами и самым чудовищным образом умаляют Твое достоинство. Они ликуют, когда при них говорят о ложных богах, и гневаются, когда слышат о единобожии. Несмотря на это, они также считают, что поступают правильно и заслуживают вознаграждения. Всевышний Аллах сказал: «В день воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабеями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является свидетелем всякой вещи. Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле? Солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает. Вот две тяжущихся группы, которые припирались относительно своего Господа.
Для тех, которые не уверовали, выкроет одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные палицы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего огня. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введет в райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка. Сура 22, аяты с 17 по 23. Всевышний также сказал: «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем». Сура 6, аят 82. Всевышний также сказал: «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена». Сура 5, аят 72. В обсуждаемом нами аяте Всевышний Аллах поведал о том, что только Он является Творцом всего сущего, ведает обо всем происходящем и вершит суд над своими рабами. Всемогущий Творец и всеведущий Властелин непременно должен знать обо всех добрых и злых деяниях своих рабов, а также о мерах наказания и вознаграждения. Он непременно воскресит свои творения для того, чтобы свершить над ними справедливый суд. А справедливость этого суда не должна вызывать сомнения, потому что Творец не может быть неосведомлен о своих творениях. Всевышний сказал: «Неужели этого не будет знать тот, кто сотворил?» Сура 67, аят 14. Сура 39, аят 47. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. В предыдущих аятах Господь сообщил о том, как Он совершит справедливый суд над своими рабами, а также поведал об отвратительных качествах многобожников. Безусловно, теперь людям не терпится узнать, что же произойдет с этими грешниками в судный день, и поэтому Всевышний возвестил о том, что в последней жизни их ожидает самое суровое и самое ужасное наказание. Они заслужили его, потому что совершали самый великий и самый отвратительный грех, не веровали в единого Аллаха. И даже если предположить, что в последней жизни многобожникам будет принадлежать вся земля вместе с золотом, серебром, жемчугами, животными, деревьями, злаками и даже домашней утварью, то им все равно не удастся откупиться от Божьей кары. Они бы не смогли откупиться от нее, даже если бы овладели вдвое большим состоянием. Ничто не спасет их от сурового наказания, и ничто не поможет им избежать справедливого приговора. Зная об этом, пророк Ибрахим взывал к Аллаху: «И не позорь меня в день воскресения, в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем». Сура 26, аяты с 87 по 89. Затем Аллах поведал о том, что явит многобожникам то, о чем они даже не предполагали. Они рассчитывают на великое преуспеяние, а испытают на себе лишь гнев и немилость всемогущего Аллаха. Сура 39, аят 48. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Перед ними откроется великое зло, которое будет результатом их грехов и злодеяний, и обещанное наказание, над которым они насмехаются в мирской жизни, окружит их со всех сторон. Сура 39, аят 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Всевышний сообщил о качестве, которое присуще человеческой природе. Когда человека постигает болезнь, несчастье или печаль, он тотчас обращается к своему Господу и молит его о помощи и избавлении. Когда же Господь снимает с человека бремя забот и несчастий, он забывает о милости Аллаха и говорит: «Аллах даровал мне милость, ибо ему хорошо известно, что я достоин милости и вознаграждения. Я уважаем перед Аллахом, и мне известно, как можно заслужить милость и заработать богатство». Аллах ниспосылает своим рабам богатство и наблюдает за тем, как одни из них благодарят своего Господа, а другие проявляют неблагодарность. Однако большинство людей полагает, что дарованное в качестве испытания благосостояние является вознаграждением и поощрением. Богатство кажется таким людям абсолютным благом, тогда как в действительности оно может принести как великое добро, так и великое зло. Сура 39, аят 50. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Они тоже говорили, что заслужили богатство и высокое положение благодаря своему знанию. Неверующие словно передают эти слова из поколения в поколение. Они не признают милость своего Господа, отказываются от своих обязанностей перед Аллахом и продолжают настаивать на своем до тех пор, пока не встретятся лицом к лицу с погибелью. Именно такая участь постигла предыдущие поколения неверующих, и их богатство ничуть не избавило их от Божьей кары. Сура 39, аят 51. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Речь идет о наказании, потому что любое наказание причиняет человеку зло и беспокойство. Современные грешники ничуть не лучше своих предшественников, и у них нет охранной грамоты. Сура 39, аят 52. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Богатство и успех вводят их в глубокое заблуждение, в результате чего эти невежественные глупцы полагают, что благополучие на земле свидетельствует о добропорядочности человека. Всевышний опроверг их ошибочные воззрения и заявил о том, что богатство никоим образом не связано с благонравием и добропорядочностью людей. Аллах одаряет своих рабов богатством или скудным уделом, независимо от их праведных или скверных деяний. Земные блага распределены между всеми творениями, а вера и праведность являются уделом только самых лучших. Воистину, в этом знамение для верующих людей. Они понимают, что богатство и бедность зависят от Всевышнего Аллаха, который правит своими рабами, руководствуясь божественной мудростью и милосердием. Ему лучше всего известно о людях, и если он наделяет их скудным уделом, то это также является проявлением божественной доброты. Возможно, если бы Аллах одарил их богатством и властью, то они стали бы творить беззаконие. Аллаху хорошо известно об этом, но Он заботится о вере и праведности своих рабов, потому что именно они являются залогом их счастья и преуспеяния. Сура 39, аят 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. О Мухаммад, о праведники истинной веры, сообщите рабам Аллаха, которые совершают много грехов и излишествуют во вред самим себе, о безграничной милости и всепрощении Всевышнего Господа. Призовите их покаяться в грехах до того, как они лишатся этой прекрасной возможности. Они потакают своим низменным желаниям, ослушаются всеведущего Господа и взывают на себя его гнев. Однако они не должны терять надежду и милость Аллаха и тем самым подвергать себя еще большей опасности. Они не должны говорить, что совершили слишком много грехов или имеют слишком много пороков, от которых им не удастся избавиться. Подобное отчаяние мешает грешникам раскаяться и выбраться из омута ослушания и неповиновения. В результате они не приобретают ничего, кроме гнева милосердного Аллаха. Поэтому не позволяйте грешникам отчаиваться в милости Аллаха и помогайте им познавать Всевышнего Господа посредством прекрасных божественных имен, свидетельствующих о Его великодушии и милосердии. Стоит человеку покаяться, как Всевышний Аллах прощает ему все большие и малые грехи, даже многобожие, убийство, прелюбодеяние, лихаимство и несправедливость. Воистину, Аллах Аль-Гафур, прощающий, Ар-Рахим, милосердный. Милость и всепрощение — это два качества, которые всегда остаются присущими Всевышнему Аллаху. Проявления этих божественных качеств непрестанно ощущаются всеми творениями Аллаха. Днем и ночью Господь ниспосылает благо своим рабам. Тайно и явно Он осеняет их своей милостью. Даровать благо для Него гораздо приятнее, чем удерживать их. Его милость опережает и одолевает Его справедливый гнев. Однако для того, чтобы заслужить ее, человек должен потрудиться, и если он не делает этого, то сам закрывает перед собой двери милости и всепрощения. Самый верный и самый славный способ снискать благоволение Всевышнего — это искреннее раскаяние перед Аллахом, обращение к Нему с мольбой о прощении, смирение, покорность и бескорыстное поклонение. Воистину, нет и не может быть более надежного пути к милости и прощению Всевышнего Господа. Именно поэтому далее Аллах сказал. Сура 39, аят 54. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Покоритесь своему Господу душой и телом. Достичь заветной цели раб Аллаха может только в том случае, если объединит в себе оба эти качества. При этом раскаиваться и повиноваться своему Господу человек должен искренне, то есть только ради одного Аллаха. Если же человек не стремится снискать благоволение Господа, а преследует иные цели, то его раскаяние и покорность не принесут ему никакой пользы. Они также не принесут никакой пользы, если человек раскается после того, как его постигнет наказание последней жизни. Ничто не сможет избавить неверного от адского возмездия, и ничто уже не поможет ему. Конечно же, после этих слов Всевышнего людям хочется побольше узнать о раскаянии, правильной мусульманской вере и праведных деяниях. Поэтому далее Аллах сказал. Сура 39, аят 55. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Выполняйте предписания своего Господа душой и телом. В душе мусульманин обязан любить своего Господа, страшиться Его и надеяться на Него, а также питать искреннюю любовь к своим верующим братьям и избегать всего, что может поколебать ее. А что касается деяний, которые мусульманин должен совершать телом, то к ним относятся намаз, закят, паломничество, милостыня и многие другие добрые дела.
Именно повеление творить добро в его самых разных проявлениях является наилучшим повелением, ниспосланным в божественном откровении. А тот, кто выполняет эти и другие повеления Аллаха, является мусульманином, который душой и телом обращается к своему Господу. Каждый благоразумный человек обязан встать на этот путь, прежде чем его внезапно постигнет наказание, которого он даже не будет ожидать. Такими словами Всевышний Аллах призывает своих рабов поспешить к милости Господа и использовать для этого каждую возможность. Сура 39, аят 56. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Остерегайтесь заблуждения и не оставайтесь беспечными к проповедям и увещеваниям, ибо очень скоро наступит день, когда люди раскаются, но не смогут извлечь пользы из своего раскаяния. Тогда человек скажет: «О горе мне за то, что всю свою жизнь я оставался беспечен к истине. Более того, я даже насмехался над людьми, которые призывали остальных задуматься над наказанием. Но вот наступил день, когда я воочию убедился в правдивости их слов». Сура 39, аят 57. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Это мечта адских мучеников, которой не суждено сбыться. Они будут просить Аллаха наставить их на прямой путь для того, чтобы они могли спастись от наказания и заслужить вознаграждение. Арабское слово «ляу», буквально «если», не следует понимать как условие, потому что в таком случае слова грешников означали бы попытку оправдать свое неверие божественным предопределением. Хорошо известно, что такое оправдание является лживым и безосновательным, а всякая ложь в судный день исчезнет. Сура 39, аят 58. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Когда мученик воочию узреет мучительное наказание, он скажет: «Если бы у меня была возможность вернуться в земной мир и прожить жизнь заново, то я стал бы одним из праведников». Однако это будет невозможно, и молитвы неверующих не принесут им никакой пользы. Более того, их обещания лживы и далеки от действительности, а если бы Всевышний Аллах вернул неверующих в земной мир, то они все равно не отреклись бы от неверия. Сура 39, аят 59. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Тебе открылась истина, в которой невозможно было усомниться, потому что она подтверждалась многочисленными доказательствами, но ты отверг эти доказательства и надменно отказался покориться воле своего Господа. В результате ты стал одним из неверующих, а теперь просишь дать тебе еще один шанс. Воистину, ты просишь это для того, чтобы получить возможность забавляться и развлекаться еще некоторое время. Всевышний сказал: «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы». Сура 6, аят 28. Сура 39, аят 60. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Всевышний поведал о великом позоре, который ляжет на неверующих. Их лица будут совершенно черными, словно зловещий мрак ночи, и по этому признаку люди верующие будут узнавать неверующих на ристалище судного дня. Истина всегда ясна и прекрасна, словно безоблачное утро, но неверующие своими лживыми деяниями пытаются очернить истину.
В ответ на их злодеяния Всевышний Аллах очернит лица неверующих после воскрешения. Воистину, воздаяние Аллаха всегда соответствует совершенному злодеянию. Но почерневшие лица не будут единственным наказанием, которое постигнет злодеев. Всевышний уготовил для них страшные адские муки. Сегодня они надменно отвергают истину, надменно отказываются поклоняться своему Господу и возводят на него зловещий навет. Конечно же, уделом таких людей будет ад, в котором их ожидают страдания, позор и гнев всемогущего властелина. Адское возмездие не знает предела, и возгордившиеся мученики расплатятся там за все совершенные ими грехи. Возвращаясь к поклепу на Аллаха, следует отметить, что этот тяжкий грех совершает каждый, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, приписывает ему детей или супругу, говорит о нем различные недостойные вещи, провозглашает себя пророком, либо провозглашает от имени Аллаха закон, которого нет в религии Господа. Сура 39, аят 61. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. После упоминания о судьбе неверующих, Аллах решил возвестить о судьбе богобоязненных праведников. Они достигнут успеха и спасутся от наказания благодаря качеству, которое обеспечивает рабам Аллаха спасение. Это богобоязненность и благочестие. Именно это качество является оружием мусульманина в самые тяжелые и самые ужасные мгновения. Вознаграждением за него будет совершенное благоденствие и полная безопасность. И именно поэтому Аллах подчеркнул, что праведники не познают ни наказания, ни страха перед наказанием. Полная безопасность будет сопровождать богобоязненных верующих на протяжении всего пути, пока они, наконец, не попадут в уготованную для них райскую обитель. Ничто не омрачит их радости и спокойствия, и они будут славословить Господу и воскликнут: «Хвала Аллаху, который избавил нас от печали! Воистину, наш Господь прощающий, благодарный». Сура 35, аят 34. Сура 39, аят 62. Аллаху халику кулли шай'ин ва хува аля кулли шай'ин вакил. Всевышний поведал о своем величии и совершенстве, и одно только это способно сделать несчастным каждого, кто отказывается уверовать в Аллаха. Аллах — Творец всего сущего. Это и подобные этому выражения часто встречаются в Священном Коране. Они однозначно свидетельствуют о том, что все сущее, кроме самого Аллаха, а также его прекрасных имен и божественных качеств, является сотворенным. Это справедливое утверждение опровергает воззрение философов, которые заявляют об изначальном существовании небес, земли, человеческих душ и тому подобного. Такие воззрения являются лживыми и порочными, потому что они противоречат концепции о сотворении Вселенной. Очень важно отметить, что речь Аллаха не является сотворенной, потому что речь является одним из божественных качеств Всевышнего Аллаха. Господь существует изначально, а следовательно, его прекрасные имена и величественные качества также существуют изначально. Тем не менее, мутазилиты опираются на эти слова Аллаха и заявляют, что речь Аллаха сотворена. Это является величайшим проявлением невежества, потому что каждый правоверный обязан знать, что все божественные имена и качества изначально присущи Всевышнему Аллаху. Господь не приобретает новые имена или качества с течением времени и не расстается со своими божественными атрибутами даже на короткое время. А что касается обсуждаемого нами аята, то Всевышний Аллах поведал о том, что Он является Творцом небес и земли и покровителем своих творений. Покровительство над всем сущим подразумевает совершенное знание обо всем происходящем во Вселенной, совершенную власть над всем происходящим во Вселенной, способность запоминать и хранить все необходимое,
совершенную мудрость, а также умение распоряжаться своими владениями надлежащим образом. Тот, кто не обладает хотя бы одним из этих качеств, не может быть совершенным покровителем. Однако Всевышний Аллах не имеет недостатков, и все его качества совершенны. Он назвал себя покровителем всего сущего, и это свидетельствует о его совершенном знании, совершенном могуществе, совершенном умении управлять Вселенной и совершенной мудрости, благодаря которой он ставит все по своим местам. Сура 39, аят 63. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ключи небес и земли — это знание и власть. По этому поводу Всевышний также сказал: «Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него. Он могущественный, мудрый». Сура 35, аят 2. Осознание величия Аллаха обязывает людей почитать Аллаха и преклоняться перед Ним. А что касается нечестивцев, которые не ценят своего Господа должным образом, то они непременно окажутся в явном убытке. Они отрицают многочисленные знамения, которые не оставляют никаких сомнений в необходимости приверженности прямому пути и лишаются возможности украсить свои души верой в единого Аллаха, свои языки частым поминанием Господа, а свои тела покорностью и повиновением Ему. Отказаться от этого могут только люди с разложившейся душой и порочным телом. Они отказываются от райской благодати и отдают предпочтение мучительному наказанию. Сура 39, аят 64. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. «О посланник, обратись к невежественным грешникам, которые призывают тебя к идолопоклонству, и скажи: неужели вы призываете меня поклоняться кому-либо другому, а не Аллаху? Воистину, вы поступаете таким образом по причине собственного невежества. А если бы вы не были таковыми, то непременно догадались бы, что Всевышний Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается. Только Он ниспосылает благо своим рабам, и только Он заслуживает их поклонения. Ваши идолы и ложные божества обладают множеством недостатков. Они не способны причинить вред или принести пользу, и поэтому не предлагайте мне поклоняться этим беспомощным истуканам». Сура 39, аят 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Многобожие и идолопоклонство губят человеческую жизнь и делают тщетными человеческие деяния. Если человек обожествляет творение или поклоняется вымышленным богам, то абсолютно все его деяния становятся тщетными и бесполезными. Он губит свою веру и последнюю жизнь, и обрекает себя на вечные страдания. Все пророки Аллаха проповедовали эту истину и возвещали о том, что многобожие разрешает даже самые прекрасные из человеческих деяний. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали». Сура 6, аят 88. Сура 39, аят 66. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. В предыдущих аятах Аллах сообщил о том, что многобожники призывают людей поклоняться вымышленным богам, и о том, как ужасны и отвратительны их деяния. Поэтому далее Всевышний приказал искренне поклоняться одному Аллаху и велел благодарить Его за верное руководство, здоровье, благополучие, пропитание и прочие земные блага. Конечно же, из всех благ Господа
Самыми прекрасными являются вера в единого Аллаха и богобоязненность. Это суть величайшая из всех благ. Каждый правоверный должен сознавать, что он уверовал по милости своего Господа и должен благодарить Аллаха за верное руководство. Только в этом случае правоверный сможет избавиться от самообольщения, которое, к сожалению, встречается у многих невежественных мусульман. Если бы не их невежество, то они не стали бы дивиться своей вере, а стали бы еще усерднее благодарить Всевышнего Господа. Сура 39, аят 67. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его десницей. Пречист Он и превыше того, что они приобщают к Нему в сотоварищи. Речь идет о многобожниках, которые не почитают всемогущего Господа надлежащим образом, а наоборот, умаляют Его божественное достоинство. Они равняют с Ним творения, которые обладают несовершенными качествами и совершают небезупречные деяния. Их вымышленные боги не обладают никакой властью ни на небесах, ни на земле. Они не способны принести пользу или причинить вред, одарить благами или лишить своей милости. Они имеют множество недостатков и пороков, и, несмотря на это, многобожники приравнивают их к всемогущему Творцу и великому Господу. Они не задумываются над величием и могуществом Аллаха, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней в руке Его, а огромные небеса будут свернуты Его десницей. Они осмеливаются равнять этого могущественного властелина с беспомощными творениями. А что может быть хуже подобной несправедливости? Пречист Аллах и превыше того, чтобы признавали иных равными Ему. Сура 39, аят 68. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Аллах напомнил своим рабам об устрашающих событиях, которые произойдут в судный день. В тот день ангел Исрафил затрубит в рог, о величественных размерах которого не знает никто, кроме сотворившего его Аллаха и некоторых избранных творений. Ангел Исрафил является одним из приближенных ангелов и одним из ангелов, которые носят трон милостивого Господа. Как только он затрубит в рог, все живые твари на небесах и на земле потеряют сознание или умрут. Мусульманские богословы расходятся во мнениях по этому поводу. А произойдет это, потому что трубный глас будет очень громким и оглушительным, и потому что творения Аллаха поймут, о чем возвещает благородный ангел. Лишь некоторые из творений спокойно перенесут этот трубный глас, и существует мнение, что это будут павшие мученики. Возможно, это будут другие творения. Затем прозвучит второй трубный глас, который возвестит о начале воскрешения. Люди начнут подниматься из своих могил для того, чтобы Всевышний Аллах свершил над ними справедливый суд. Они будут воскрешены в новом, совершенном обличии и будут пристально смотреть на все происходящее вокруг, размышляя о том, как же поступит с ними всемогущий Господь. Сура 39, аяты 69-70. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Огромные светила, которые освещают Вселенную до наступления судного дня, померкнут. Солнце будет скручено, луна затмится, а звезды осыплются. Люди будут находиться в кромешной тьме, и когда Аллах спустится для вершения справедливого суда, земля озарится светом своего Господа. Как мы уже сказали, творения Аллаха будут сотворены в новом обличии и наделены новыми способностями, и поэтому свет Господа не будет обжигать их. Более того, они смогут увидеть благородный лик Всевышнего Аллаха. Если же Всевышний Аллах пожелает, то его божественный свет сожжет дотла все творения от первого до последнего. Затем перед людьми будет выставлена книга деяний, в которой каждый раб Божий прочтет о совершенных ими праведных поступках и грехах. Всевышний сказал: «Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершали, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Сура 18, аят 49. О совершенстве божественного правосудия свидетельствуют слова, которые будут сказаны каждому человеку. «Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». Сура 17, аят 14. Пророки будут свидетельствовать о том, что они исправно выполнили свою миссию, а также будут свидетельствовать за или против своих народов. Ангелы, человеческие органы и земля также будут свидетельствовать обо всем, что свершилось на земле. Суд, который свершится над рабами Аллаха, будет справедливым, потому что приговор будет выносить Всевышний Судья, который ведает обо всем сущем и никогда не поступает несправедливо. Его Писание — это хранимая скрижаль, в которой исчислены все деяния рабов Аллаха. Его благородные ангелы-хранители, которые не ослушаются повелений своего Господа, также записывают каждое совершенное человеком деяние. Самые беспристрастные свидетели будут свидетельствовать о справедливости вынесенного Аллахом приговора. Ему прекрасно известно, какое вознаграждение или наказание полагается за то или иное деяние, и поэтому все творения признают мудрость и справедливость его божественного решения. Они станут воздавать хвалу своему Господу и станут свидетелями величия, совершенного знания, мудрости и милосердия Аллаха. Они не смогут описать эти безупречные божественные качества словами и признаются в том, что подобное даже не приходило им в голову. Сура 39, аят 71. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Он создал творения, заботится о них и управляет ими. Ему не составило труда собрать своих рабов на земле и не составит труда собрать их снова на ристалище судного дня. Однако на земле люди были разрознены и делились на верующих и неверующих, а также на богобоязненных и грешников. Поэтому в день воскресения Аллах также разделит людей на группы. Неверующих и многобожников будут гнать в преисподнюю грубые и суровые стражи. Они будут хлыстать грешников ужасными плетьми и подталкивать их в самое зловещее и самое отвратительное пристанище. А в аду их ожидает мучительное наказание и великое несчастье. Никогда больше эти грешники не познают радости и облегчения.
Они будут сопротивляться, пытаться избежать наказания, но ангелы будут толкать их, и поэтому Всевышний Аллах сказал: «В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь гиены». Сура 52, аят 13. Каждый из них попадет в гиену в окружении нечестивцев, которые совершали похожие грехи. Они будут проклинать друг друга и отрекаться друг от друга, пока, наконец, не окажутся перед адскими вратами. Как только они достигнут гиены, ее врата распахнутся перед ними, и тогда суровые стражи спросят мучеников: «Мы приготовили для вас мучительное наказание, из которого вам не выбраться во веки веков. Но не мы обрекли вас на эти страдания, ибо вы заслужили их своими скверными деяниями. Разве к вам не приходили посланники, которые были выходцами из вашей среды? Разве вы не знали об их славном происхождении и правдивости? Разве вы были лишены возможности встретиться с ними? Они приходили к вам и показывали вам многочисленные знамения Аллаха, каждое из которых свидетельствовало о неизбежности дня расплаты. Вы должны были последовать за ними и готовиться к этому дню, и если бы вы отдали предпочтение благочестию и богобоязненности, то не оказались бы в таком ужасном положении». Грешники сознаются в своих грехах и в том, что они совершали их сознательно. Они скажут: «К нам приходили посланники нашего Господа, которые явили нам ясные знамения и неопровержимые доказательства, самым совершенным образом разъяснили нам истину и предостерегали нас от ужасов этого дня». Но неверие и безбожье обрекли нас на мучительное наказание, которое изначально было уготовано для каждого, кто отвергает знамения Аллаха, отрицает учения посланников и, самое главное, делает это сознательно. Сура 39, аят 72. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Каждая толпа грешников войдет в гиену через врата, которые соответствуют тяжести содеянных ими прегрешений. Адские мученики никогда не покинут огненное пристанище, и их страдания не будут облегчены даже на короткий срок. Как отвратительно место пребывания кичливых гордецов! Этим местопребыванием является ад, в котором будут собраны гордецы, которые надменно отвергали истину и в воздаяние за это получили унижение, презрение и позор. Затем Всевышний Аллах поведал об обитателях ада и сказал: Сура 39, аят 73. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Они поклонялись только Всевышнему Господу и исправно выполняли Его повеления, и поэтому Аллах повелит ангелам припроводить их в рай самым достойным образом. При этом праведники также будут идти толпами в сопровождении своих собратьев, деяния которых будут соответствовать их деяниям. Когда они достигнут райской обители, то увидят огромные просторы и великолепные дворцы, почувствуют прекрасное благоухание и легкий райский ветерок, и осознают приближение вечного райского наслаждения. Затем перед ними будут распахнуты райские врата, и это величественное событие еще раз подчеркнет превосходство и благородство правоверных. Хранители рая будут приветствовать их словами: «Мир вам! Да будете вы защищены от всякого зла, от любых бед. Ваши сердца переполнялись желанием познать Аллаха, любовью к Нему и страхом перед Ним. Ваши уста непрестанно поминали Его, а ваши тела исправно выполняли Его повеления. Посему входите в рай и пребудьте здесь во веки веков. Это обитель добра, которая предназначена только для праведников, которые творили добро». Говоря о том, как обитатели ада подойдут к преисподней, Всевышний Аллах сказал: «Когда они подойдут, отворятся врата.
А говоря о том, как обитатели рая подойдут к раю, Аллах сказал: «Когда они приблизятся, и затем будут распахнуты врата». Это означает, что врата гиены будут распахнуты сразу, как только мученики окажутся перед ними, дабы они в полной мере ощутили адский жар и осознали тяжесть адских мук. А что касается рая, то эта славная и величественная обитель уготована только для самых лучших рабов Аллаха. Попасть в нее может только тот, кто совершал праведные деяния и усердно стремился снискать благоволение своего Господа. Но даже несмотря на это, оказавшись перед райскими вратами, праведники не смогут попасть в рай, пока за них не заступится самый благородный из заступников — пророк Мухаммад. Только после этого райские врата распахнутся, и правоверные получат возможность войти в обитель вечного блаженства. Эти аяты доказывают существование адских и райских врат, которые открываются и закрываются. У каждого из этих врат находятся стражи, которые пропускают внутрь только тех людей, которые заслужили место в той или иной обители. Этим рай и ад отличаются от всех других мест во Вселенной. Сура 39, аят 74. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Войдя в рай, праведники вознесут хвалу своему Господу за его непрестанную заботу, безграничную милость и верное руководство, и скажут: «Хвала Аллаху, который выполнил свое обещание. Мы услышали об этом обещании из уст правдивых посланников и уверовали в него. Мы старались быть праведными, и Аллах сдержал свое слово. Он дал нам во владение райские земли, и здесь мы можем поселиться, где только пожелаем. Мы можем поселиться в любом уголке рая и можем наслаждаться любыми удовольствиями. Отныне для нас не существует запретов. Как же прекрасна награда тружеников! Мы трудились и поклонялись Аллаху в течение короткого срока, а взамен получили великое вознаграждение и вечное блаженство. Рай настолько прекрасен, что заслуживает самой изысканной похвалы. Да и как может быть иначе, если щедрый и великодушный Аллах приготовил его для своих избранных рабов, а сады в его верховьях посадил своими божественными руками и осенил их своей великой милостью. Он настолько прекрасен, что даже самое малое райское удовольствие способно избавить от грусти и обеспечить безмятежную жизнь во веки веков. Затем Аллах обратился к праведникам, которые вместе с остальными творениями непременно увидят этот великий день, и сказал: Сура 39, аят 75. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Речь идет об ангелах, которые непрестанно служат Аллаху. Они собираются вокруг Его трона, преклоняются перед Его величием, признают Его совершенство, восхищаются Его красотой, прославляют Его божественные имена и качества и отвергают все, что несправедливо приписывают Ему многобожники и неверующие. Аллах вынесет приговор относительно всех людей от первого до последнего, и справедливость божественного решения ни у кого не вызовет сомнения. Более того, никто не станет опровергать это решение, и все Божьи творения вознесут хвалу Аллаху, Господу миров. В тексте аята не сообщается, кто именно будет возносить хвалу Господу, и это свидетельствует о том, что воздавать хвалу Аллаху будут абсолютно все творения. Все они признают безупречную мудрость решения относительно праведников и грешников. Они будут восхвалять Аллаха за милость и добродетель, а другие — за мудрость и справедливость.